Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы покажем последствия лобового столкновения двух грузовиков. Я испугался, за водителя испугался, за той машины испугался. Ущерб оценили в несколько миллионов рублей. Расскажем подробности падения мужчины на рельсы в метро перед поездом. И как задержанный за кражу телефонов сознался во взломе банкомата. Это и не только. Прямо сейчас. Ущерб на миллионы. Дорогостоящая авария произошла сегодня при въезде в поселок Новониколаевский, что в авиастроительном районе Казани. Там лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля КАМАЗ и МАН. Люди, к счастью, в происшествии не пострадали. Но вот ущерб технике причинен очень серьезный. Сергей Хайдаров спросил, почему же произошла эта авария. Я двигался со стороны Беломорской, а то со стороны Новониколаевского. На повороте начал тормозить и юзом заточил. День водителя КАМАЗа был полностью испорчен. Свое рабочее место он разбил. Рассказывает, что все местные повороты знает хорошо, ездит здесь часто. Однако в этот раз не учел погодные условия. Дорога в момент столкновения была влажной. Именно это, по мнению водителей, стало причиной столкновения с другим грузовиком. На тормоз нажал, он юзом, как дорога скользкая. А то же даже дождь был. Понятно. А скорость высокая была? Скорость 50 км в час. Водитель грузовика МАН, который и принял на себя всю силу удара, от комментариев на камеру отказался. Его автомобилю досталось гораздо сильнее. Рассказал, что теперь ремонт грузовика обойдется как минимум в 3 миллиона рублей. К счастью, он сам отделался лишь легким испугом. Я испугался, за водителя испугался, за той машины испугался. Он же как в лоб же к нему из-за этого. Понятно, а сами никак не пострадали, все нормально у вас? Да. Теперь разбираться в истинных причинах аварии предстоит сотрудникам автоинспекции. Сергей Хайдаров, Азат Самигуллин, «Вызов 112». Авария с участием «Лады» 14-й модели «Kia» произошла минувшим вечером на улице Хади-Такташ. Отечественный автомобиль, выезжая с придомовой территории, не пропустил иномарку, которая двигалась по главной улице. В результате аварии никто не пострадал. Машины также остались на ходу, получив минимальные повреждения. Но, несмотря на это, водители решили дождаться сотрудников автоинспекции для оформления ДТП. Самостоятельно зарисовать схему и обратиться в автоинспекцию они не захотели. Один пассажир, по предварительным данным, пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса. Авария произошла в Набережных Челнах. Водитель автобуса потерял управление над транспортным средством и, врезавшись в бордюр, вылетел на обочину. К счастью, тормозной путь был недлинным, и автобус, забитый пассажирами, не успел оказаться на полосе встречного движения. Точные данные о возможных пострадавших сейчас уточняются в ГИБДД Автограда. Сотрудники автоинспекции Набережных Челнов также выясняют все подробности и причины этого происшествия. Автогонки на улице Дубравная сняли на мобильные телефоны жители соседнего дома, которым надоел рев двигателей. На съемках видно, как две машины встают, перегородив дорогу полностью. Затем с сигналами и сильным ревом стартуют с места. Кто победил в этом заезде, осталось за кадром, но вполне возможно, что победителю придет штраф за превышение скорости. Скоростной режим на этом участке ограничен 40 километрами в час. На грани жизни и смерти. В Казани на станции метро «Авиастроительная» один из пассажиров упал прямо на рельсы перед прибывающим поездом. Инцидент был зафиксирован камерами наблюдения метрополитена. Избежать трагедии удалось лишь благодаря реакции машиниста, который, увидев человека на пути, вовремя остановил состав. В итоге мужчина получил незначительные травмы и сам залез на платформу, куда выбежали перепуганные работники метрополитена. Все произошло еще в конце мая. Сегодня съемки стали доступны широкой общественности. Как выяснилось позже, главной причиной всего случившегося стало состояние здоровья пассажира. У него поднялось давление, и, подходя к приближающемуся составу, он не смог удержаться на ногах. Претензий мужчина никому не имеет. Украл телефоны на сумму больше 200 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого в краже мобильных устройств из салона сотовой связи. Заявление в полицию написали сотрудники организации, обнаружив утром 31 мая разбитое стекло и пропажу товара. Уже после поимки подозреваемого стражи порядка установили, что мобильные телефоны далеко не все, на чем пытался нажиться задержанный. И в его противозаконном послужном списке есть и попытки взлома банкомата. Рамиль Шайдуллин обо всем подробнее.
Эта попытка ограбления банкомата в московском районе Казани была зафиксирована камерами видеонаблюдения. 26 мая в полицию обратились сотрудники кредитного учреждения и сообщили, что неизвестный пытался взломать устройство, но испугался сработавшей охранной сигнализации и убежал. В причастности к этой попытке незаконной добычи денег 43-летний казанец был заподозрен уже после задержания в связи с кражей мобильных телефонов. К слову, их нашли при обыске в квартире подозреваемого. Подозреваемый свою вину в инкриминируемых преступлениях признал полностью и пояснил, что деньги ему понадобились для погашения накопленных долгов. В настоящее время по установленным фактам в отделах полиции Ямашевский и Московский возбуждены уголовные дела по признакам составов преступления, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации покушение на кражу в крупном размере и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража, совершенная с проникновением в помещение либо иное хранилище. На время предварительного следствия подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Рамиль Шайдуллин, вызов 112. Больше 100 тысяч рублей в карман мошенникам. Жертвой обмана стал 50-летний житель Елабуги. Как рассказал мужчина, несколько дней назад в качестве предоплаты за строительные материалы он перечислил на счет некой московской фирмы 110 тысяч рублей. Почти сразу после этого сайт фирмы был удален, а телефон менеджера, с которым связывался потерпевший, недоступен. Как установили сотрудники уголовного розыска, потерпевший имел дело с так называемым зеркальным сайтом, когда аферисты создают сайт-близнец, меняя лишь реквизиты для перечисления денег. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. Не захотел расставаться с 30 миллионами рублей. В Альметьевске сотрудникам отдела экономической безопасности МВД удалось выявить злостного неплательщика налогов. Следователи уверены, он занизил доходы от реализации продукции, а также не включил в налоговую базу по НДС суммы дохода, полученного от покупателей, и ряд других сведений. По данному факту Следственным комитетом республики возбуждено уголовное дело. Предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 6 лет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности установили, что руководитель 2 обществ с ограниченной ответственностью путем внесения заведомо ложных сведений в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 30 миллионов рублей. Почему тверком стоит заниматься только когда дома никого нет? Что такое двойной нокаут и чем опасен гироскутер? Обо всем этом мы расскажем в рубрике «Сплошные проколы». Травмами и даже ожогом закончилось для героини этого ролика, казалось бы, безобидное занятие тверком. Но, во-первых, танцевать девушка почему-то решила вверх ногами, а во-вторых, она была дома не одна. В самый неожиданный момент в комнату вошла сестра девушки, и уж тут стало совсем не до танцев. Эти сестрички за модными тенденциями тоже следят пристально. Одна из них решила опробовать недавно подаренный родителями гироскутер. Одно взрослые сделать точно забыли – научить правильно им пользоваться. За такое упущение родители девочек поплатились ремонтом в доме. А эти 2 боксеров приковали внимание публики к своему бою. Раунд за раундом ни один из них не хотел сдаваться, и интрига сохранялась до конца. Однако после такого нокаута определить победителя судье все равно не удалось. Сергей Хайдаров, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.